Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии гости, и я рада их представить. Ученые умы сегодня в студии, и я, конечно же, как всегда, трепещу, когда приходит в студию мой любимый Василий Павлов, ректор Малой академии наук Республики Саха-Якутия. Василий Климович, здравствуйте. Приветствую вас, Вита. Как всегда, рада вас видеть. Также в нашей студии сегодня Николай Барамыгин, просто сотрудник Малой академии наук и член Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Добрый день. Здравствуйте, Николай. Я вам очень признательна. У нас уже сезон «Якутск сегодня» подходит к концу, и вы весь год так меня поддерживали, так ответственно организовывали эфиры и помогали их проводить. Я вам признательна и хочу сказать сегодня большое спасибо. Сегодняшний эфир тоже не исключение, и благодарю вас за то, что вы поддерживаете, и рада, что вы сегодня с нами в студии прямого эфира. Наконец-то, обычно вы за кадром. Да, спасибо большое. Также сегодня в нашей студии Татьяна Стручкова, директор университетского лицея при Северо-Восточном федеральном университете. Татьяна Семеновна, здравствуйте. Здравствуйте. Рада с вами познакомиться. И также в нашей студии Артур Яковлев, выпускник 11 класса университетского лицея Северо-Восточного федерального университета. Артур, добрый день. Здравствуйте. Артур сегодня с нами поделится своим опытом, но об этом чуть позже. Мы сегодня собрались, в общем-то, потому что в Якутске в ближайшие дни будут проходить крупные международные мероприятия в области науки. Василий Климович, вам слово. Какие мероприятия, может быть, уже прошли, и о них стоит вспомнить и сказать, а какие ждут наших горожан и гостей нашей столицы и в июне месяце, и в июле этого года? Малая академия наук у нас уже давно работает, 26-й год мы здесь уже работаем с одаренными детьми Якутии, и не только. Что самое интересное, лето — это самая у нас такая жаркая пора, потому что лето — это лето открытий, ребята всегда радуются, креативность, как говорится, на высоте, все очень оптимально, и наше жаркое лето, оно очень хорошо помогает, так сказать, быстрым разумом ребятам добиваться больших успехов. И как всегда, у нас летом очень напряженный такой график, полный, интересный, красочный. Вот в этом месяце мы провели впервые дальневосточный фестиваль короткометражных фильмов детей. Сами ребята у нас из разных регионов Дальнего Востока принимали участие, и они снимали свои маленькие документальные фильмы, так сказать, или такие, на самом-то деле, маленькие художественные фильмы в короткометражном формате. И это было очень интересно. Я, как говорится, был свидетелем всего этого. Настоящие талантливые дети, как они снимают, как они удивительно делают удивительные сценарии и прочее, так сказать, это уже радует нас, потому что в Якутии много талантливых людей, дети тоже наши, так сказать, показывают удивительные способности. Ну и не только. В этом году у нас также проходит 36-й раз Международная олимпиада Туймада. Это наше большое достижение по 4 предметам: физика, математика, химия, информатика. Дело в том, что это такая уникальная у нас действительно институция получается, потому что впервые она как раз появилась постсоветское пространство, когда все было довольно тяжело, и вдруг у нас, значит, в Якутии именно по инициативе нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева мы провели международную олимпиаду для одаренных детей. Как раз пригласили детей со всех стран мира, и у нас действительно много детей из Европы, Соединенных Штатов Америки и других стран Азии, так сказать, очень много за это время приняли участие. И всегда вот эта замечательная традиция у нас живет, продолжается. В этом году, как я уже сказал, мы побольше поговорим об этом в этот раз, так сказать. Естественно, у нас еще новое такое дело, которое уже 6-й раз мы проводим, так называемый Science Fair. Это Якутская международная научная выставка, конференция школьников. Это очень интересная, увлекательная тема, потому что тут уже проектная деятельность детей. И в следующем году у нас летом мы запланировали 3-е международные интеллектуальные игры. Это такое очень интересное
мероприятие, фестиваль науки. На самом деле ее цель — конвергенция. Конвергенция олимпиадного движения и научно-проектного движения школьников. Дело в том, что на самом-то деле олимпиадники также могут заниматься проектной деятельностью. У нас есть очень интересные примеры. Как раз ребята из Якутска показали себя очень хорошо и интересно, и сейчас учатся в самых лучших университетах мира, да, можно сказать. И сейчас они действительно работают в научной среде, уже много у них связей, коллаборации, да, так сказать, умеют это все делать, да, и им подспорье то, что они занимались олимпиадным движением и одновременно проектной деятельностью. Одно другому, оказывается, не мешает, даже помогает. Вот такие хорошие у нас примеры. Ну и, соответственно, в этом году я хочу сказать, что Олимпиада Туйма, да, наша замечательная, да, так сказать, будет проходить с участием, естественно, наших иностранных друзей, да, это последнее время у нас много вот команд из Индонезии, индонезийцы у нас будут, Казахстан, Киргизия, также у нас Румыния, как всегда, да, так сказать, и Монголия. Вот это наши сейчас иностранные участники, ну и также будут участвовать наши ребята из Якутии, 2 команды, старшая и младшая, да, и также из других регионов нашей большой страны, всегда Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Пенза, Ярославль, Поволжье, ну вот очень много наших, Татарстан и Бурятия. То есть фактически это такое очень интересное событие, в котором как раз принимает много детей, да, так сказать. Мы очень благодарны всегда нашему сообществу экспертов. Это эксперты из Северо-Восточного нашего университета федерального. Всегда начали, вот с самого начала помогали нам, да, так сказать, будучи еще Якутским государственным университетом. И сейчас у нас выросло свое поколение, да, новые люди, сообщество наших экспертов. Это бывшие наши участники Олимпиады Туймада. Поэтому у нас, например, есть целая группа людей, которые, мы их называем композиторы, да, они сочиняют задачи. Это на самом-то деле довольно трудно, тяжело, потому что задачи должны быть очень высокого международного уровня. И что самое замечательное, дети тут у нас действительно выросли, стали учеными, известными людьми и увлекаются также вот олимпиадным движением и помогает создавать вот эти удивительные туймадовские олимпиадные задачи, которые известны всему миру, потому что задачи Олимпиады Туймада, они очень креативные, интересные. Дело в том, что у нас нету такого, знаете, ограничения форматов, да, которые существуют в международной олимпиаде как таковой предметной, да, где на самом-то деле есть действительно такая вот очень суровые условия, скажем так, да, а у нас действительно поток такой хорошей креативной энергии, и наши задачи всегда очень интересны, да, они появляются такими неординарными, выходящими за рамки, да, так сказать, поэтому многие очень любят нашу Олимпиаду, и действительно этим и восхищаются. Мы опубликовали несколько сборников задач нашей Олимпиады, они ушли на расхват, и сейчас по всему миру их, в общем-то, и онлайн они находятся, да, так сказать, поэтому очень много участников, людей, которые используют их в качестве подготовки нашей олимпиадные задачи. Естественно, олимпиадными задачами занимаются, значит, ученые, которые работают в Московском государственном университете, Новосибирском государственном университете, также Поволжье, да, университете ИТМО, это самый знаменитый в Санкт-Петербурге, да, так сказать, исследовательская высшая школа экономики. Также у нас есть задачки, которые делает в Корейском исследовательском институте биологии и биотехнологии, что самое интересное. Еще многие IT-компании, да, сотрудники известных мировых IT-компаний, которые у нас раньше были участниками нашей Олимпиады по профилю IT, да, так сказать, то есть компьютерных наук. И поэтому нам очень, я думаю, такое вот радостное событие, что мы уже 3-й десяток лет проводим эту очень удивительную Олимпиаду. Да, вот как раз может Николай Андреевич рассказать, да, тоже, да, потому что он все это тоже был свидетелем, да, как все это становилось и прочее, потому что он и помощником Михаила Ефимовича Николаева, да, так сказать, который и был инициатором нашей Олимпиады. Замечательно. Ну, Михаил Ефимович, да, всегда как-то обращал большое внимание к воспитанию нового поколения. Вот, и он всегда говорил, что не надо замыкаться у себя только, да, в каких-то рамках.
надо, говорит, уходить от провинциальности, надо сразу выходить на мировой уровень. То есть, потому что никто же нас жалеть не будет, если наши дети будут конкурировать с выпускниками ведущих университетов мира. Никто не будет их жалеть, что они вот плохо учились, никто не будет. Поэтому он говорил, надо этого отказываться и сразу становиться наравне с лучшими в мире. И в прошлом году вот меня поразило на TechCrunch, вот когда выступал представитель Виджая колледж из Индонезии, он сказал, что призеры и победители Олимпиады Туймада из Индонезии, да, которые получили вот эти признания, они получают от правительства Индонезии финансирование на обучение в первоклассных университетах мира. То есть вот правительство Индонезии признает итоги Олимпиады Туймада наравне с лучшими олимпиадами мира. Тут я могу добавить, да, так сказать, что вот в Казахстане, да, у нас много участников из Казахстана, и действительно, вот если они призеры, победители Олимпиады Туймада, то они тоже получают гранты правительства на обучение в самых известных университетах мира. Это государственное такое финансирование, полностью покрывает их расходы, плату за обучение и прочее. То есть действительно уровень Олимпиады показывает то, что человек подготовлен, и он наравне с другими международными, значит, участниками, студентами, да, может действительно показать очень хорошие результаты, будучи студентом. И это действительно подтверждается. И также у нас вот постоянно с самого начала нашей Олимпиады принимали участие, как раз практически они были в самом начале, на заре нашей Олимпиады, это сборная Румынии всегда, да, это румынские школы очень известные, да, из Бухареста и прочее. И они действительно в советское время, еще социалистической Румынии, было очень сильное такое движение олимпиадное как раз в Румынии, да, так сказать, и они это все сохранили, еще и усилили это, да, так сказать, и сейчас вот в мире считается, что как раз молодые ученые из Румынии, они очень востребованы, и когда вот победители, особенно, да, так сказать, Олимпиада Туймада, их встречает президент страны прямо в знаменитом Дворце народа, да, так сказать, и в Дворце Примавера, и там, значит, с большим такой помпой все это происходит, да, показывают по национальному телевидению, да, что вот они приехали, участники, победители Олимпиады Туймада. Вот такая у нас интересные подробности есть, да. Я с удовольствием вас слушаю и завидую вот тем детям, которые вот прикасаются к таким мероприятиям с вашей помощью, ведь это сразу насколько, да, у ребенка мировоззрение, кругозор, насколько, да, и как он может себя проявить, будучи еще школьником. Да. Это очень круто, что есть такая возможность. Ну, хочу сказать, что Олимпиада — это всегда очень серьезное мероприятие, да, так сказать, к нему просто так не подготовиться, да, это надо действительно системно подойти ко всему этому, да, иметь тренеров, да, это на самом-то деле спорт высших достижений, да, в научной области, да, в области вот изучения отдельных предметов, и всегда вот тут показывается и характер, да, психология, все те моменты, которые делают человека лидером, да, фактически, и вот Олимпиада, она абсолютный показатель качества. Да, так сказать, то, что вот у нас имеется. Поэтому для нас это очень важно, поддерживать это, знать, что происходит, какие вот тренды есть, да, так сказать, и это очень как раз хорошая вот такая для нас поле деятельности, да, в которой мы идем и развиваемся. Татьяна Семеновна, вы наверняка знаете, как правильно поддержать, как подготовить, потому что вы организаторы таких мероприятий, одни из организаторов, и ваши студенты, участники. Ну, хотелось бы немножко тоже добавить, да, Василия Климовича, с той точки зрения, Микрофон чуть-чуть поближе, просит режиссер. С точки зрения того, что когда вот мы говорим отдельно Олимпиада по физике, по химии, да, по математике, на самом деле эти задачи, которые составляются нашими членами методической комиссии, это междисциплинарные. Такового отдельно химической задачи практически сейчас не осталось. Это на границе химии, биологии, это на границе химии,
физика, это математический, ну, все равно инструментарий. Поэтому, когда вот мы говорим олимпиадник, это ребенок, который всесторонне развит. Не только по одной дисциплине, а получается практически имеет очень хороший, широкий кругозор и навыки. Вот. И по части того, что да, СВФУ является участником, действительно, как вот история, она практически глубока. Методическая комиссия — это практически именно наши преподаватели составляют университета. И если, например, в частности говорить по предмету химии, например, да, у нас наши олимпиадники, которые участвовали, будучи школьниками, они, окончив вузы, не уходят с олимпиадного движения. Они, например, сегодня уже являются частью методической комиссии. Они составляют такие шикарные задачи, которые вообще интересно решать, интересно читать. Иногда заставляет там заглянуть в какой-то учебник, посмотреть какую-то информацию. Поэтому вот сидя сразу, да, вот невозможно решить такие задачи. Такие интересные, вот широкие задачи. Артур, наверное, может получаются. с этим справиться, о чем вы говорите, и быть одним из экспертов. Ну, скажу то, что у нас Артур уникальный ребенок сам по себе, да, но он у нас гуманитарий, поэтому в части олимпиады у него такого опыта нету. Если рассказать про опыт именно СУНС в Олимпиаде Туймада, например, последние 2 года у нас, к сожалению, участников нету, в этом году нету, и в прошлом году тоже не было. Позапрошлом году у нас, например, Богдан участвовал... От вашего лицея, да? Да, от нашего лицея тоже он участвовал по предмету химии и занял 1 место и получил еще спецприз жюри как приз зрительских симпатий. Практически это приз зрительских симпатий. Самое уникальное вот решение задачи. Да, задачи. Вот. Поэтому сейчас он является студентом МГУ. Вот. И он не только по предмету, да, вот, был одарен, у него были очень хорошие результаты по исследовательской деятельности с Институтом сельского хозяйства нашего сотрудничал, и у него там руководители были. Вот. А так, если по методической комиссии университета говорить, у нас вот наши выпускники участвовали, и, то есть не участвовали, а не оставляли вот олимпиадные движения, и сейчас они не только являются, да, вот методически, ну, постоянно приезжают к нам как раз в июле, например, Оконешников Артур, который тоже в МГУ учится. Он у нас СУНС наш закончил, является тоже призером ВСИРОС по химии, участвовал и на Туймаде, и сейчас он является очень активным членом методической комиссии, например. Продолжают сотрудничество, просто да. на других уровнях. Да, постоянно приезжает. И то же самое, например, по Семену могу сказать. Александр Михайлович, да, кандидат уже химических наук, он тоже в свое время участник всяких вот наших олимпиад, и до сих пор они вот втягиваются. И это уже как бы жизнь, да, образ жизни, мысль. И такие дети, они вообще по жизни, ну, которые у нас же вот участники Олимпиады, они уже шире смотрят на жизнь, у них всегда вот в будущем, ну, как бы находят какие нестандартные решения в жизненных ситуациях. Ну, вот и себя находят, да. Это же возможность, да, почувствовать, вот насколько ты можешь вот в этой сфере быть своим, да, и потом просто расширить это пространство, но оставить уже тех людей рядом с собой, с кого все началось. Поэтому это хорошо, что они контакты ваши не теряют и продолжают общаться, и благодарят вас как учителей, да, как тех, кто поддержал их на первых самых шажочках, их шагах. У нас первый блок заканчивается.
заканчивается. Мы через короткие 4 минуты вернемся в студию и еще продолжим говорить о международных крупных мероприятиях в сфере науки и образования. Артуру дадим слово обязательно. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Скоро вернемся в студию. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. С удовольствием еще раз представлю своих гостей. Сегодня в нашей студии Василий Павлов, ректор Малой академии наук Республики Саха-Якутия. Также в нашей студии Николай Барамыгин, сотрудник Малой академии наук и член Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Татьяна Стручкова, директор университетского лицея при Северо-Восточном федеральном университете. Это специальный учебный научный центр. Специализированный учебно-научный центр. Специализированный учебно-научный центр, которых вообще по России-то по пальцам сосчитать. Да, 10 штук. Сегодня только узнала, что существует такой лицей. И сегодня в нашей студии Артур Яковлев, выпускник 11 класса, как раз-таки университетского лицея при Северо-Восточном федеральном университете. Еще раз вас приветствую. Говорим мы сегодня о крупных международных мероприятиях, которые пройдут в Якутске в июле месяце и в июне тоже. И мы сейчас во втором блоке решили поговорить о проектах, о научных проектах, да? Да, совершенно верно. Ну, естественно, мы малая академия, да, так сказать, для нас важно заниматься академическими темами, да, так сказать, имеется в виду научными исследовательскими проектами. Дело в том, что когда школьники занимаются научными проектами, то у них раскрываются исключительно удивительные, новые, даже не ранее, как говорится, неизвестные совершенно способности. Это способности мыслить критически, смотреть все это глазами ученого. На самом-то деле человек рождается ученым. Он исследователь, да, с самого рождения, но потом все это забывается, потому что мы входим в такую, когда обучаемся, в школьную среду, где все регламентировано, и лишний шаг очень сложно, да, так сказать, предпринять. Но дело в том, что когда вы занимаетесь научной деятельностью проектной, вы являетесь сами источником новых идей, и также планируете свои исследования, то есть фактически от вас все зависит, да, как вы можете все это узнать и прочее. Есть такое замечательное наблюдение, которое сделал в свое время много тысяч лет назад, практически можно сказать, да, это замечание, которое сказал Конфуций, да, так сказать, и он говорит, вот если когда вы мне что-то покажете, да, так сказать, то я забуду, да, если я вот прочитаю, может быть, вспомню, но если вы дадите мне это сделать самому, да, так сказать, то я буду знать. Да, так сказать. И это очень важно, потому что только так можно познать действительно, да, так сказать, и сделать знания актуальными. И это очень важно. И получается, мы где-то 6 лет тому назад, да, решили, что мы тоже должны иметь у себя международный такой конкурс проектных работ. Действительно, в Штатах, Соединенных Штатах это уже 100 лет, да, проходит. В Италии 150 лет тому назад начали, да, школьники заниматься этим. В Японии где-то еще 20-е годы, да, прошлого века. Это очень такая активная и очень интересная часть работы, которая образовательной, да, которые мы должны были обязательно войти, чтобы быть именно на уровне международных стандартов, да, как написать научную работу, как проводить эти исследования, потому что это процесс же такой постоянный, да, так сказать, он ежегодно идет, да, так сказать, без остановки, только так можно науку сделать. И чем раньше мы начинаем научные исследования, да, тем полезнее потом из них раскрываются вот этих участников такого проектной деятельности, настоящие ученые, да, так сказать. Вот кто начал раньше, тот и знаменитым потом стал ученым, исследователем, даже Нобелевским лауреатом. Да, и вот это для нас очень важно, как раз все это сделать. Дело в том, что в науке, да, так сказать, все идет очень даже, скажем так, по определенному порядку. Даже как написать статью, да, так сказать, как ее оформить, да, как сделать постер, специальный плакат, да, со своей научной работой. Потому что наука-то уже давно развивается, да, так сказать, и имеются уже свои, так сказать, характерные термины и особенности методологии, да, так сказать, потому что наука — это такой способ мышления, который на самом-то деле не уникальный, но он своеобразный, да, так сказать, его надо научить, и это очень на самом-то деле важно. И мы используем так называемый формат APA, это формат, который возник в 1948 году, принят он везде, да, так сказать, это вот такой важный такой момент, который сделает наше мероприятие вот это международным, да, так
так сказать, и поэтому у нас участвует много иностранных детей. В этом году у нас 270 участников, совершенно из разных стран. Есть много детей из Латинской Америки, например, такие страны, как Эль-Сальвадор, да, так сказать, вот даже трудно даже себе представить, да, где это находится, но оттуда даже вот дети присылают свои работы, да, так сказать. Ну, естественно, это Юго-Восточная Азия, да, так сказать, получается, Малайзия, Индонезия, да, так сказать, это наши постоянные друзья, да, так сказать. Также много работ из Европы, из других стран. Также есть работы даже вот из палестинской администрации, да, так сказать. То есть в этом плане очень интересно сейчас научные работы, которые делают школьники Объединенных Арабских Эмиратов, которые очень любят тоже науку, и мы очень рады, что они готовы это все показать. И на самом-то деле мне еще нравится, что в этом году у нас еще есть много работ из Ирана, да, так сказать, наши вот иранские друзья, дети особенно, да, к нам посещали нас постоянно, да, и надеюсь, в будущем году они приедут к нам воочию, да, так сказать, и будут точно участвовать в наших мероприятиях. Но Science Fair — это особая тема, да, так сказать. Дело в том, что когда они приезжают, ребята начинают сразу работать с экспертами, рассказывать свои научные работы и прочее. И вот сегодня у нас вот как раз участник, да, прошлогодних нашей Science Fair, он может рассказать, как подготовиться, да, что нужно, во что нужно обратить внимание и прочее. Василий Климович, я вас с придыханием просто слушаю, с огромным удовольствием, и думаю, как же важно, когда человек находит себя. Вы с таким удовольствием говорите о том, чем вы занимаетесь, и вот в прошлые эфиры вы как-то поделились о том, что в вас очень много вложил ваш дедушка. Я вот сейчас прямо думаю, как хорошо, когда есть какой-то взрослый, да, который вот так вот воодушевит ребенка, и вот на всю жизнь вы как будто парите вот в своей теме, и вы еще много языков так знаете. Да, но я хочу сказать, что когда я был маленьким, да, так сказать, я воспитывался у дедушки с бабушкой, и они ко мне очень бережно относились, да, так сказать, и все время на «вы», и всегда говорили Василий Климович, да, с отчеством мое. Я всегда поражался, да, потому что других детей там Петька, Ванька, там прочее, а я говорю, почему меня так вот называете, да, так, мне так немножко стыдно было, да, что как к взрослому обращаются. А дедушка мне говорит, так вы же будете, говорит, большим специалистом, вождем племени даже, да, так сказать, как я буду по-другому к вам обращаться. Надо же, просто как-то уникально, да? Да. Артур, как я завидую вам по-хорошему, что вот вы вот так вот общаетесь и можете научиться многому. У вас такие учителя прекрасные. Расскажите немножечко о себе, о том участии, которое вы принимали в прошлых, да, мероприятиях международного уровня. Ну, вот как, получается, сказали, я выпускник СУНС, специализированного учебно-научного центра, который при СВФУ, это вот такой лицей. В прошлом году мой учитель, преподаватель Анастасия Олимпиевна Харабаева, которая учит меня по английскому языку, рассказала мне о таком мероприятии, как Science Fair. И она как-то меня сподвигнула, замотивировала, что ли, участвовать в нем. Она все время замечала подмечала то, как я общаюсь на английском языке, и поэтому она меня, собственно, и хотела, чтобы я стремился к чему-то более такому. Я любил участвовать в конференциях, мероприятиях, но вот именно Science Fair, как что-то такое международное, это было для меня что-то очень новое. Вы свободно говорите, да, на английском? Да, и очень новое. Молодец. Очень интересное. Изначально у меня была другая тема, которая со мной как-то не срослась. И позже я начал работать с своим учителем литературы Дмитрием Дмитриевичем, и мы с ним почти каждый день делали консультации и вносили различные изменения в наш проект, да. Анастасия Олимпиевна уже помогала в части перевода, а Дмитрий Дмитриевич уже помогал в аспекте именно содержания, планирования, да. И моя тема была литературная, сугубо литературная. Она называлась «Тавтологические мотивы в творчестве Альбера Камю и Федора Михайловича Достоевского». То есть это были изучение конкретных сюжетных элементов, которые играют ключевую роль в работах двух авторов. Один из них был француз, который как раз-таки был вдохновлен Достоевским, и вот я пытался раскрыть, что мне, в принципе, получилось, как он именно вдохновился им. Подготовка была очень
такая интенсивная. Как я и говорил ранее, мы каждый день готовились, каждый день проводили консультации. И это было на самом деле очень такой интересный и, я бы даже сказал, незабываемый опыт с тем, как я... Ну, так как это был такой необычный конкурс, как Science Fair, вот как сказал Василий Климович, там тут надо было сделать впервые для меня постер, плакат, да. Представить свою работу, да, на английском языке да, еще. именно. Там презентацию уже надо было делать немного по-другому. Доклад тоже весь на английском языке у меня был. И, ну... А что вам дало вот участие вот в таком мероприятии? Дальше у вас какие планы, какие вы уже вершины собираетесь покорять, познав уже вот как в международной тусовке такое пространстве проявляться? Ну, опыт, я думаю, он был очень полезен, в основном потому, что я был уже совершенно в другой среде. Как подметил правильно Василий Климович, там были люди из совершенно разных стран, участники из Франции, Индонезии и так далее. И вот это соревнование не только на уровне республики и даже не только на уровне страны, но и вот как бы с людьми из разных стран, из разных государств, это было совершенно что-то новое. Я думаю, что это мне поможет, ну, может быть, каким-то образом развить как бы качество своей коммуникации, да, в общении. Коммуникации, в общении. И как бы я тоже теперь хочу пойти в науку, но не только на российском, но и выйти на международный уровень, но до этого пока еще, я думаю, далеко. Ну, как Николай сказал, нужно замахиваться, цитируя, да, Михаила Николаева, на большие проекты. Удачи вам, вы большой молодец, вас поздравляю с участием и с победой. Это очень круто. Ну, вот мы очень рады, да, на самом-то деле, что у нас есть вот такой замечательный университет, наш Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова. Есть замечательная школа при университете нашем, да, так сказать, вот СУНС. На самом-то деле это мечта древняя очень, да, великих людей. Ну, нужно сказать, что Михаил Михайлович Спиранский действительно предложил, да, чтобы университеты в России имели свои школы. И оно воплотилось, да, так сказать. В Якутии такая была мечта каждого якутского образованного человека иметь в Якутии университет, ну, хотя бы в Иркутске, да, и я помню вот историю такие, да, так сказать, что моя бабушка, ее там мама, да, так сказать, собирали деньги, отправляли в Иркутск, да, чтобы там открыли университет, но им понадобилось 150 лет, чтобы открыть там университет в конце концов, да, так сказать, ну, потом в Якутии у нас университет появился, да, потому что очень интересные моменты, надо вот об этом рассказать, кстати. Да, я бы с удовольствием послушала, что это за такой университетский лицей, потому что мне вот это вроде бы как больше гуманитарий, да, но звучит как-то так, но вы про точные науки сказали. Да, вообще вот прародитель, да, вот этих специализированных учебно-научных центров, это предуниверсарий, это ФМШ, то есть физмат-школы, которые были в конце 60-х годов, и у нас были открыты, да, вот предыстория СУНС, она таковая, да, вот, и на сегодня вообще вот в нашем университетском лицее, в специализированном учебно-научном центре мы обучаем детей не только предметам, но и, ну, как бы раннему погружению вообще в науку. Так интересно звучит. Да, прямо. Университетские программы захватываем. То есть дети, они у нас с 8 часов приходят в университет, и по расписанию университета обучаются практически иногда до 5-6 часов, иногда бывает даже позже. Поэтому так долго. Да, раннее погружение, вот вообще университетскую среду, она очень сильно помогает, если тоже как рассказать, да, вот участники именно вот этих международных игр Science Fair, Туймада, да, вот наша Конешникова Настя, например, она после выпуска с первого курса тоже вот в университете, она получила такие навыки у нас в СУНСе, да, которые помогли ей с первого курса дальше, вот несмотря на на большую нагрузку университетскую, осилила, адаптировалась и занималась научной деятельностью, то есть продолжала свою тему, которую она начала в школе.
у нас в Сунсе. Я не совсем поняла, это после школы поступают в ваш лицейский университет или это альтернатива школьному обучению? Ну да, немножко упустила. Вот в наш СУНС поступают после 9 класса. После 9-го, все понятно. У нас среднее общее образование 10-11 класс. И вот наша Настя, она практически на сегодня победитель всех конкурсов, которые у нас в республике есть. Она и на всероссийском уровне участвовала, да, постоянно, будучи студентом. То есть СУНС, он дает очень хороший старт. А туда, наверное, трудно поступить. Конкурсы есть, вот раньше было в 3 этапа конкурс, мы по конкурсу принимали детей. Сегодня, вот, например, 2-й этап поступления в СУНС будет в августе. Потому что это же очень хорошие перспективы для ребенка и такое, как вы сказали, погружение в научную сферу. И забыла сказать, да, у нас не только гуманитарный профиль, он открылся совершенно недавно. У нас в этом году будет 3-й выпуск же, да? Да. 3-й выпуск. Вот, сперва это был профиль физико-технический, потом математика и IT направление открыли, потом, естественно, научные профили, и последний профиль, который мы открыли, это гуманитарный, лингвистический, и еще плюс прикладная лингвистика, это с изучением родного языка. Так почти что все, что практически, да, очень широкий спектр. Широкий спектр. И для ребенка, для учащегося 9 класса, это, это очень хорошо, если он поступит в такой вот университетский лицей, потому что он уже там получит хорошую такую базу для поступления дальше. И вот участие в каких-то международных таких, да, мероприятиях, это тоже для него будет возможно. Открыты будут двери. Практически, да. Тут нужно сказать, да, что из себя представляет университет. Да? Университет на самом-то деле это сообщество. Ученых, да, так сказать, людей, которые увлекаются чем-то, да, так сказать, особенно вот в научном направлении. И самое важное, да, они поддерживают друг друга, живут в этом сообществе, да, и это очень в этом и сила, да, университета, ее внутренняя, как говорится, потенциал внутренний, да, находится в этом. И когда маленькие школьники туда попадают, да, так сказать, они становятся членами этого огромного великого сообщества. Ну, наверное, тоже не из каждой школы, да, туда ребенок после 9 класса сможет попасть в ваш лицей. Это все равно у него должна быть какая-то база научная, он должен был где-то в школе участвовать, еще в каких-то олимпиадах, какое-то у него портфолио должно быть собрано. Обязательно. Не только экзамены сдают, но и обязательно мы учитываем портфолио, которое ребенок собрал в течение 3 последних лет. То есть 7, 8, 9 класс. Тогда наш эфир, наверное, все-таки будет интересен, да, и детям, и родителям, которые все-таки уже как-то помогают своим детям проявляться в научной сфере, говорить о себе. И ранняя профориентация получается. Да, спасибо вам большое. Николай, еще раз вас благодарю за организацию эфира. Василий Климович, всегда рада вас видеть и счастлива вас слышать. Большое вам спасибо. Артур, Татьяна, рада познакомиться была сегодня. А нашим слушателям и зрителям я хочу пожелать хорошего вечера и поблагодарить вас за ваше внимание.